Добрый день, дорогие наши друзья, те, кто нас смотрит и кто нас слышит. Сегодня 12 мая, ровно 50 лет назад в Башкирии состоялась премьера первого якутского художественного фильма «Тайны предков» по роману Николая Якутского. Киносценаристом был Лев Львович Гавышев. Ну, этот фильм в свое время очень большой фурор, даже на международном масштабе произвел. Но иногда как-то мы забываем, что был такой фильм, что был такой киносценарист из Якутов. Вот. И прежде всего хотим показать видео очень хорошего режиссера Любовь Борисовой. Она нам участвовала в юбилейных мероприятиях, посвященных столетию Льва Львовича Гавышева. Вот с этого видео хочу я начать сегодняшнее наше мероприятие. И потом составили мы слайды о жизни и творчестве Льва Львовича. И о том, второй слайд у нас будет о том, как создавался этот фильм. Для вас мы подготовили выставку. Можете прийти в наш музей, посмотреть, какие были афиши, фотографии. И самое главное и очень ценное сценарий, составленный Львом Львовичем Гавышевым, и первый, и все сценарии у нас есть, и по ходу сегодняшнего мероприятия мы расскажем, как когда мы расскажем, как создавался этот фильм, вы поймете, насколько это было тяжело, сложно, и оцените труд Льва Львовича. Сегодня в нашем мероприятии принимает участие Светлана Дмитриевна Хадулова, дочь главного героя фильма, Дмитрия Федоровича Хадулова, и народный художник Анна Николаевна Зверева. Она ученица второго героя Анатолия Васильева. Так, теперь, значит, приглашаю посмотреть видео Любовь Борисовой. Күмістағы есәннен тәддік фильм ұстыбыт тайны предковтен хәттоники хыллаға кейінені көрдім. Онна сойдум жақынада. Тоғайден ұрыт хәвеске хағана ұғылды бұт кенелер. Хатча хақылытына уақытты ханыратын. Онты бұл кейінені ұрағынды болар түріктер, аймақтарды ұғылдақтар әде. Марат Ариповтен тәддік фильм режиссер. Бихи менталитет бұтын, культура бұтын, үшүйдік айдан тұран. Кәдер үшүй бағайтық, сақылы бағайты нақ ұсты бұттар. Оны бәлейті көрдім, онына бихиге артистар бұт, ұлы артистар бұт, Дмитрий Хадулов, Спартак Федотов, Анатолий Васильев, Наталья Шестакова. Оня бұттары бұт, қадар кихи көрірге наға чүгей әпедердер, кырғавайдар. Үшей бағай массовкаға ме сақалыр ұлы бұттары бұт. Кынан барын сақхәргер бол батақ. Қандара атын облысқа барын ұсты бұттар. Әрәрі сүрін оролларға сақалыр ұлы бұттары бұт. Көрірге шүгей бағай. Конечно, сценарийын адаптациялауыттар. Сценарийға саха сценарийға, маңнайғы сценарийға Лев Гавышев үліліспет әвіт. Олығын әридаққа үстідағы ұлған кесінен бұлы. Бұл саха темперитмін қайдағара иддіға бұттар. Кеге атыңыр абад. Оның бігеге классика бұд, литература бұд,
өссө бир сүдүн экранизацията диққасып олхын тоҕо урут мандык киіне барын көрбөтагым өйдө боллар диэн диэхпин бакарым оскологолорейин көрөлдөрө эбите боллар тухалаах болобит усайынан бардаганы бу кинени бэхэт көрөхпүн наады бит кэпсетиэхпитин ырдыахпытын наады бит тоҕоден бу хэттуоникки хыллаахтан хоччутаҕоттан бу сах кинете диэн хайыллар эбит Габышев туохтарын суруктарын көдөрбүттер меха онно олтула кэпсетибэҕэ барар эбит тоҕо бу сах хэригэр киини хыллыбаты диэн тоҕо режиссердор хуохтары бара үөрэххэ ханаада бу таджик фильмнер көддөк эми сайдылах киностудия наада диэн оччутаҕоттон алтуону сылдыр битэгиттен даганы он камсаахан бар бытебит ону де кэлэн билеммин сохойдум он олата эрдеттен тухпар буллага төрүөх бир посылка саха кинете үскүрүгер ол хаагынаагыттан ондук толкуйдар бараннар бу бихи бүкүннерге кэлэн ондук хайыты сайдаммыт илли хамны хидер эбиппит диэхпин баарабын ондук. Вот еще раз мы говорим огромное спасибо Львов Борисовой. Она очень честно и очень вот сама даже не ожидала, когда мы готовили юбилей Льва Габышева. И она очень вот в открытую и очень честно проблему сегодняшнюю мероприятия она тогда года 2 назад вот так сказала, да. И теперь, значит, кто такой Габышев? Мы сейчас по слайдам я расскажу. Жизнь и творчество Льва Львовича Габышева. К сожалению, тут надо сказать, что сегодня нас мало, но должно быть в онлайне есть и родственники, в том числе в первую очередь дочери Льва Львовича, которые нам в наш музей передали архив отца, и те, которые и столетний юбилей помогли подготовить, и сегодняшнему мероприятию тоже они сколько могли, то отправили. Ну, прийти по разным причинам они не смогли. Но вот Лира Львовна сегодня вылетела в Москву, она там получает очень хорошую престижную премию, с чем мы ее от всей души поздравляем, но она отправила видео. И недавно написала об этом фильме, об отце, очень хорошую статью. Так, жизнь и творчество драматурга, прозаика, переводчика, первого якутского киносценариста Льва Львовича Габышева. Он родился в Мальзарсинском наследии Алекнинского района, это деревня Тюбе, и даже псевдоним он взял Лев Габышев Тюбе 10 ноября 1920 года. Учился в полеводческом сельхозтехникуме. Эти все фотографии предоставлены ее дочерьми. Так, дальше идем. С 1938 года он работал агрономом в горном демотделе в селе Бердигеспя. И в апреле 1942 года был арестован в составе группы из 9 человек органами НКВД. Ну, им менялось в вину участие в контрреволюционной буржуазной националистической антисоветской организации, а также считали, что у них была тайная связь с Японией, с империалистической Японией. И тут очень интересный факт есть. Дальше идем. Вместе с ним был арестован Николай Дмитриевич Осипов. Это отец народного художника, академика Афанасия Николаевича Осипова. Но, к сожалению, отец умер в тюрьме. Об этом Афанасий Николаевич писал. Это была его боль.
Он тогда в 42 году пешком пришел учиться в Якутск и даже вот не смог встретиться с отцом, а потом, ну вот так получилось, что отец в тюрьме умер. Мгм. Дальше. И вот стихи Лев Гавышев писал с очень раннего возраста, и вот такие это дочери нашли среди его бумаг. Он, в общем, равнодушно или как-то без эмоций читать эти невозможно. Вот. А потом вот всю его жизнь по фотографиям, по этим составленной автобиографической справке сделано. Это выскакивает, мешает читать. Ага. По своей специальности он работал агрономом. Так. И 28 августа 1956 года он только был реабилитирован за отсутствием в его действиях состава преступления. Тут надо, я каждый раз, когда воспоминания его дочерей читаю, и Лира Львовна написала, когда она была в Японии, она с такой грустью осматривала все и так об отце подумала. Вот такая Япония, ну, шпионом, который был отец, ну, оклеветан же, да, и у него вот такая, ну, очень такая реакция была на ту свою поездку в Японию. Дальше. Это с коллегами по работе. Так. В 50-м году вышла книга, повесть «Йолторда». Она была в конкурсе признана лучшей. И тут надо сказать, что в основном Лев Львович, то, что он пишет, это все взято из реальной жизни. Вот «Йолторда» – это повесть о наших коневодах, прославленных коневодах, о тех, можно сказать, которые стали героями советского социалистического труда, а тут он, поскольку работал не на Каргаласском улусе, должно быть это вот герой, коневод Степанов. Афанасий Егорович Степанов должно быть, и там, как пишут литературные критики, он тоже вот про себя тоже, он герой своей повести. Вот его творческая работа началась. Это уже он начинал как драматург, и должно быть его вот дар драматурга очень помог, когда он составлял первые сценарии фильмов. Дальше. Вот здесь все его жизнь расписана, как он и в «Полярной звезде» работал, и в «Катугу-Сулусе». Это к его юбилею «Полярная звезда», о нем тоже напечатали, опубликовали. Так, дальше. Вот это в редакции. Так, Абага Сулустара, «Звезды Абаги», многократно ставилась на сцене нашего театра. Режиссером был народный артист РСФСР Григорьев Семен. Дальше. Это вот ну, сегодняшнее место в Абаге. Уже поднимали много раз, наверное, добьются реставрации вот этого места, этого памятника. Дальше. Фильм к юбилею Льва Львовича вышел.
фильм Богдана Васильева, это из Абагинской школы. Дальше. Ну вот со своими коллегами-писателями на одной из поездок. Это опять-таки в редакции. Тут, ну, у нас очень светло, поэтому ну, онлайне, наверное, хорошо видно. Да? Все лица узнаваемы. Это с Чусханом. Так, в 1948 году увидел свет роман Николая Якутского «Золотой ручей», впоследствии выдержавший несколько переизданий и переведенный на многие языки народов мира. Ну, вот это первое издание. С Николаем Якутским Лев Львович были очень дружны, захаживали друг к другу в гости, много разговаривали. Дочери Льва Львовича его очень хорошо помнят. Дальше. И вот этот роман произвел на Льва Львовича очень такое впечатление, и, видимо, он очень долго вынашивал идею создания своего сценария. Но «Тайна предков» сценарий Лев Львович написал еще в 1965 году, но фильм вышел в 1972 году. Ну, как я уже сказала, в Башкирии во время Дней якутской литературы и искусства премьера как бы состоялась в Башкирии 12 мая, а 24-го это уже признанная премьера в Москве она была. И как раз выезжала очень большая делегация из Якутии. Вот, и они были и в Башкирии, и были и в Москве. Это был юбилей 50 лет Якутской АССР. Дальше. Ну, это кадры из фильма. Тут плохо видно. Здесь герои фильма: Наталья Шестакова, Анатолий Васильев. Дальше. Вот это тоже кадр из фильма. Но, к счастью, сохранились фотографии на нашей выставке, например, фотографии не из фонда Льва Львовича, а из фонда Николая Якутского. Так, в 1946 году, 30 июля, Лев Львович и Наталья Иннокентьевна Новгородова бракосочетались. Вот. В семье родилось 5 дочерей. Это Лира, Ася, Альбина, Луиза, Наталья. Их имена известны не только в республике, и за пределами, и даже в зарубежных странах их тоже знают, поскольку они в основном работают, ну вот именно в искусстве, в образовании, в науке. Вот дальше. Очень интересная родословная у Натальи Иннокентьевны. Это вот купец Петр Илларионович Захаров, меценат, награжденный многочисленными орденами. Очень интересная личность. Сейчас о нем документальный фильм в Москве создается. Так, надеемся, что его увидим. Он после того, как у него сгорел большой дом, вот 11 марта 1902 года умер и похоронен в ограде вот, Преображенского собора нынешнего. Да. Жена Анна Степановна, красавица, это они фотографии, сделанные в Иркутске. Вот, и про ее дочерей, это все из архивных документов взято. Это она вторая жена, а первая умерла, и дочь осталась. А вот от Анны Степановны, и Анна,
Анна, две Анны есть, и старшая, и младшая, Ксения, Петр, Василий, Александра. Вот такие дети. И каждую судьбу, каждого их ребенка мы попытались изучить, кое-что нашли. Ну, тут семья очень и пострадала от репрессий, и много и хорошего, и такого грустного в этой семье есть. Дальше. Это Наталья. Анна Петровна, это младшая дочь, тоже судьба очень ну, интересная. Она была совсем где-то несколько месяцев ей было. В декабре, когда дом сгорел Захаровых, она даже еле ее успели спасти, вынести. Вот она со своей дочкой, с Наташей, то есть женой Льва Львовича. А Поротов Иннокентий Петрович, он из Навского улуса родом. Тоже интересная личность. Юдейский наследник, насколько я помню. Вот. Дальше. Ну вот дочери. Эта семья такая счастливая, такая дружная, очень талантливая. Дальше. Ну вот, когда с мамой, с папой в воспоминаниях есть такие очень светлые воспоминания о своем детстве, пока мама тяжело не заболела, очень были счастливы. И родители тоже приучили их и к труду, и каждый посещали и кружки, и, в общем, и дома устраивали театр, читали много, очень любили и маму, и папу, восхищались тем, что у их родителей такая большая любовь. Так, дальше. Ну вот они, это вот Наталья Львовна, она музыкант, педагог. Альбина Львовна, режиссер, педагог. Ася Львовна, музейный сотрудник. Она очень много лет руководила Национальным художественным музеем. Лира Львовна, балерина. Она очень известный человек, создала и музей театра, оперы и балета, и даже вот ее издание, это библиографические справочники. В общем, очень интересный человек. Луиза Львовна, доктор филологических наук. Дальше. Они издали сборник воспоминаний вот, в 2005 году об отце. Очень тоже скрупулезно собирали. И тогда были живы, кто его знал, кто его помнил. И в этом сборнике очень такие хорошие воспоминания о том, как фильм создавался. И есть воспоминания артистов, игравших в кинофильме. А Лютнинская центральная библиотека носит имя Льва Львовича Гавушева. Тут каждый раз проходят гавушевские чтения. Так, это один, ну, участники одной из чтений. Юбилейный год в 2020 году как раз вот кинофестиваль был для детских и юношеских фильмов. Это очень хороший фестиваль. Мы в других слайдах покажем результаты. Так, дальше. Это вот как дочери. Они помогают и библиотеке, постоянно отправляют туда книги. Это я очень хорошо знаю. И участвуют в чтениях, ездят. Ну, и связь очень хорошую держат с родиной отца. Ну вот, счастье в творческом и созидательном труде. Дел Аяр Сутар Илья. Вот так, под таким девизом Лев Гавушев работал, жил и работал. Вот. Это очень коротко. Ознакомили с его жизни.
и творчество. А теперь хочу показать видео, отправленное Лирой Львовной Гавушевой. Как я уже сказала, она вылетела сегодня в Москву, очень огорчена была. Добрый день, уважаемые организаторы и участники конференции. Разрешите выразить сердечную благодарность всем вам, Литературному музею имени Платона Юнского и Центру видео-визуального наследия Республики имени Ивана Жараева за проведение этого события. 50 лет фильма «Тайна предков» – это историческая веха, которая, естественно, вписывается в эпохальное столетие государственности нашей Республики Саха-Якутия. С праздником, дорогие сограждане! В далекие 60-е годы разговоры о будущем фильме нашего папы по повести «Золотой ручей» Золотарева звучали в нашем доме постоянно. Когда я приезжала на летние каникулы, папа и Николай Гаврилович Золотарев были в теплых дружеских отношениях. Кстати, хочу напомнить, что впервые плодотворный дуэт двух писателей состоялся еще в начале 50-х годов. Тогда отец в соавторстве с ним написал пьесу «Эллы Лар», которая с 1954 года с большим успехом шла на сцене музыкально-драматического театра имени Юнского. Играли такие артисты, как Петр Решетников, Яков Кычкин, Афанасий Петров, Михаил Гоголев, Марк Слепцов. Наш папа трудился над сценарием почти всегда вечером, уже после своего рабочего дня в редакции журнала «Полярная звезда». Если это было лето, то работал за своим скромным письменным столом, который стоял под окном нашей небольшой, но уютной сергелясской дачи. Этот папин стол мы бережно храним и сегодня. Когда летом 1965 года я, уже закончив учебу, вернулась с дипломом домой, к этому времени сценарий у папы был уже готов. Первый вариант. Назывался он «Тайна Уйбанчи». Папа тогда казался вполне удовлетворенным, что бывало очень и очень редко. И мне было интересно, и он мне дал почитать свой киносценарий. Но со временем сценарий много раз переписывался и очень изменился. Мы, сестры, всегда поражаемся тому, откуда отец брал столько жизненных сил и силу творческого духа, чтобы кроме своей работы писательской, переводческой, еще работать и над сценарием. Всю вторую половину 60-х годов, трудясь над различными вариантами киносценария, занимаясь впервые многими организационными сторонами, чтобы воплотить свою мечту о национальном кино для народа, для республики, папа не щадил себя. Трудился самозабвенно и, можно сказать, самоотверженно. Это были годы колоссального напряжения его сил, которые еще не раз отзовутся на его здоровье. Еще хорошо, что тогда, в те годы, мы получили каменную квартиру со всеми удобствами. И позднее, когда несколько раз стали приезжать уже представители киностудии «Таджикфильма», соавтор по киносценарию Мухиддин Хаджаев, редактор Софий Джурабаев, режиссер Марат Арипов, художник Владимир Артыков и другие, папа наш смог оказать им достойное гостеприимство с новой благоустроенной квартире. К нашему удивлению, таджикские гости привозили с собой, кроме документов, полные портфели различной свежей зелени для плова, по которому они, видимо, скучали. Приготовить его они попросили сами у мамы. Мама, и мы были в ужасе от наполнявшего чада и дыма на нашей маленькой новенькой крошечной кухонке, но плов у таджиков получился отменным. И все же на наш вкус он не выдерживал конкуренции с фирменными мамиными блюдами. Наконец, когда в 1972 году республика встречала полувековой юбилей автономии, достижения литературы и искусства демонстрировались с 11 по 21 мая в столице Башкирии Уфе и с 22 по 27 мая
столице страны Москве. Официальную делегацию возглавляла тогда председатель Президиума Верховного Совета СССР Александра Яковлевна Овчинникова. В эти-то дни на экраны страны и вышел папин фильм, первый якутский художественный фильм «Тайна предков». Вот этот календарный план, который я хочу показать вам, в этот план кинофильм не вошел, видимо, потому что, видимо, что-то было со сроками. Вот. Но и я даже и не знала, что осуществился показ в Уфе. Ну, вот, премьера фильма состоялась, как писал Иван Спиридонович Джараев, 12 мая в Уфе и 24 мая в Москве. В других источниках я встречала и 15 мая в Уфе. Но, возможно, фильм показывался в Уфе дважды. Кстати, вместе с театром в Днях Башкирии участвовала и я в балетных спектаклях на сцене Башкирского театра оперы и балета. Но узнала о премьере папиного фильма от артистов якутской драмы. Они смогли присутствовать на премьере фильма «Тайна предков» и остались очень довольны и были горды. Искренне поздравляя меня, они спрашивали, почему не было отца, почему не приехал он, автор сценария, почему же Лев Львович мог бы украсить и выступил бы солидно, весомо, все-таки он наш первый якутский киносценарист. Что я могла тогда ответить по своей молодости, я и не знала, почему, и правда, и почему. А фильм впервые я увидела уже в июне в родном Якутске. Ходили смотреть мы его всей семьей в кинотеатр «Лена». В фильме совершенно потрясал мощный талант Дмитрия Ходулова. Другого Сидюка и представить себе невозможно. Если бы еще сохранилась запись его голоса на родном языке. Сопереживание вызывал и главный молодой герой Уйбанча в исполнении выразительного исполнении Анатолия Васильева. Наташа Шестакова была так естественна в своей трогательной непритязательности и юном обаянии в роли Рапас, что воплотила лучшие черты скромной северной девушки. Запоминалась яркая работа Спартака Федотова, исполнившего роль Байбала. Спартака Федотова потом стали приглашать на многие фильмы, он стал киноартистом. Запоминался в фильме даже колоритный типаж ветерана нашего хора Сивцева Егора Константиновича, которого все знали как си-бемоль в театральных кругах. Он был весьма выразителен в крупных планах, хотя участвовал только в массовых сценах. Кроме наших артистов, сильное мастерство представляли известные советские киноартисты Габренец в роли купца Опаринова, Конюхова, сыгравшая невестку и возлюбленную Опарина, Лисин Лу в роли друга Сидюка Хукуне, Кадыкиева в роли решительной женщины Мекке, Василий Сергеев, сыгравший полицейного врача, и другие. Конечно, в фильме звучали слова, любимые слова нашего отца, его человеческое и творческое кредо, которое звучит из уст старого Сидюка. Человек человеку должен быть солнцем, человек человеку должен быть Бог. А ведь все у них, у тех людей было, но они убивали друг друга из-за желтых камней. А человеческая жизнь для нас священна, говорил Сидюк. Разве это не актуально и сегодня? В свое время заслуженный артист республики Степан Емельянов писал о тайне предков воспоминания. Он писал: это было событие для нашей республики, якутская повесть, якутский сценарист, якутские артисты. Фурор. Этот фильм я не могу сравнить с современными якутскими фильмами, так как он сделан по-настоящему профессионально. И мы, потомки, сегодня рады большой труд и большую мечту видеть сегодня в нашей республике, мечту нашего отца. Ведь республика сейчас имеет свое кино, шагнувшее далеко за пределы России, имеет своих талантливых
кинорежиссеров, киносценаристов. Но первым прорубил окно большой кинематограф, по словам известного поэта Владимира Федорова, Лев Львович Габышев. И это так. Готовясь к конференции, я связалась с исполнительницей роли Рапас Наташей Шестаковой. Она давно проживает в Германии и с удовольствием поделилась воспоминаниями о периоде съемок. Она писала: «Типично для того поколения взаимоуважение, готовность помочь и нескончаемая душевная теплота. Это и есть золотой ручей. И моя мама Матрена Павловна Шестакова тоже. Она педагог по образованию, воспитавшая 6 детей, всегда была рядом со мной на съемках фильма, бескорыстно ухаживала и подшивала меховые костюмы артистов. В те времена такое было неудивительно. Впервые в работе над фильмом у нас было разное, и удачи, и провалы, но все-таки мы все старались, трудились, вкладывая свою маленькую долю в искусство якутского кино. Нам оплачивали месячную зарплату и еще командировочные в размере 2 рубля 60 копеек. Гонорара в то время и не было, да и мы не знали, что такое. Рестораны, конечно, были не по карману, но мы с удовольствием угощались чаем с бутербродами в гостиничных номерах и много общались. Все это было привычно для того времени и очень уютно в человеческом смысле. Наташа Шестакова пишет: «Поздравляю всех якутян с полувековым юбилеем кинофильма «Тайна предков». Повесть «Золотой ручей» экранизирована в приключенческом жанре, но тема природных ресурсов актуальна и сегодня. И все-таки человеческие ресурсы – самый главный и высший аспект человечества. Дорогие якутяне, пусть всегда будет искриться свет этого золотого ручья. Наталья Шестакова. Всегда ваша». Вот этими словами я и хочу закончить, завершить свое выступление. Спасибо за внимание. Еще раз вас с праздником, со столетием нашей республики и с 55-летием первого художественного фильма по киносценарию Льва Львовича Габышева «Тайна предков». Поздравляю! Всем мира, счастья и здоровья! Вот, огромное спасибо Лере Львовне. Именно мы считаем, как она, поскольку она принесла, сдала архив отца, и каждый раз в наших мероприятиях, посвященных Льву Львовичу Габышеву, откликается, помогает. Вот. И очень хорошее воспоминание. Вот она, как сказала, она была в Уфе, Башкирии, но вот как-то вот так я тоже поискала, Таджик-фильм тоже писала, чтобы они, ну, если фильм не помнят, то Марата Арипова должны были, но как-то вот не отозвались, к сожалению, давно еще зимой писала. Вот, ну, поэтому мы вот решили вот так в тесном кругу с привлечением тех, кто помнит Льва Львовича Габышева и кто знаком с его семьей, пригласили, и основная масса наших слушателей и зрителей в онлайн-режиме. В том числе должны быть из Алекумского улуса. Так, теперь, значит, поскольку мы уже перешли вплотную к теме нашего мероприятия, я хочу опять-таки показать слайды, и составляла его так, как я это восприняла, как я поняла, как создавался фильм. Ага, вот. Здесь у нас 4 афиши кинофильма «Тайна предков», а вот еще в интернете нашла, еще вот такая афиша была, и на, как бы сказать, на титульном листе. Вот так показать решила. Правда, там все артисты были, имена, но они плохо видны.
Ну вот Лев Гаушев в 68-м он еще писал, выступал и писал. На мой взгляд, кинодраматургия – это наше писателей кровное дело, ибо она одна из важнейших жанров литературы, ее родная сестра. Более того, она синтез всех жанров и родов литературы и искусства. Вот он так писал. Ну, прежде чем хотелось бы показать слайды из истории Золотого Алдана, поскольку речь об этом идет, и эти фотографии, они любезно предоставлены потомками Михаила Григорьевича Слепцова из Катынского улуса. Он как раз вернулся из Москвы из-за революции и работал в 19-м и в начале 20-го года в частном прииске Василия Харитонова и фотографии из его альбома. Вот такими они в Караганду прибыли. Дальше. Ага. Вот. И тут кое-что из истории, когда вот рассыпное золото на реке Алдан, открытие состоялось, началась золотая лихорадка. Ну, вот эти архивные документы о том, как создавался прииск незаметный, о том, ну, это к тому, что там действительно было очень сложно и очень, как бы, и старателей много было, и таких, кто тайком, кто в открытии, все вот на Алдан кинулись, там золотая лихорадка точно была. А о том, что в Якутии нашли золото в середине XIX века аж до Лондона было известно, и на лондонскую всемирную выставку конкретно писали, чтобы из Якутии предоставили песок, в котором содержится золото. Вот видите, если там в книге в основном японцы идут, а тут фотографии китайцев. Это вот такие люди, вот в начале 20-х годов старатели там были. Да. Вот в таких условиях они жили. Дальше. В таких домах тоже вот первые да, работники приисков жили. Так, дальше. А вот эта фотография тех, кто работал в частном прииске Харитонова. Работали. Ага. Вот это Петр Харитонов, друг Михаила Григорьевича Слепцова, вот он как раз к родственнику, видимо, вообще-то пишет, что он из Алекминского улуса, в Москве вместе были знакомы, и из Москвы вместе прибыли, и также вот они, тут же ни работы, ничего не было, поэтому они вот при работали в Караганде. Фотографии это в музей отправлено, Алданский. Так, и вот документальный фильм «На берегу Алдана», это уже был показан в 1934 году. Он как-то фильм этот был в фонде Национального художественного музея. Ну а теперь он хранится в Центре аудиовизуального наследия народов Якутии. Вот такие условия были. Но это более поздние, 30-е, начало 30-х годов, но все равно, чтобы как-то дух вот повести, дух фильма, чтобы как-то вы уловили, показываю эти кадры. Дальше. Вот все вручную, все в таком плане. Дальше. Ага. Это кадры из фильма. Так, как мы уже рассказали, показали в 1948 году, вот роман Николая Якутского «Золотой ручей» – это любимейшая книга многих поколений якутян был жить, тем более после перевода, и этот роман читали во многих странах мира. Угу. Это уже мы показывали, как якутский. Ну вот,
Иван Спиридонович Зараев, о нем, что он говорил, писал, Лера Львовна тоже сказала. И вот как они впервые познакомились с Габушевым, вот он вспоминает. Это в один из весенних дней 1965 года. Павел Павлович Никитин сказал, к тебе подойдет Лев Габушев, писатель, у него есть задумка написать киносценарий, хорошо бы продумать, как его реализовать. Вот тогда Иван Спиридонович работал начальником управления кинофикации при Совете министров СССР. Летом 1966 года киносценарий был уже готов, и тогда «Тайна Уйбанчи» называлась. Вот этот первый вариант сценария, он в нашем фонде сейчас и на выставке выставлен. Там все, и почерк Льва Львовича, если придете в музей, и сколько правок там он делал, ну, вот, очень интересный у нас экспонат. Вот через год, это значит в 1967 году, редактор студии Журабаев и кинодраматург Хаджаев, Марат Хаджаев, встретились с Габушевым, они предложили ему соавторство. В таком виде, который предложил Лев Львович, киносценарий не подошел. Тут надо сказать, все-таки он впервые взялся за киносценарий. Само собой, это разумеется, что там должно быть вот такие замечания были. Вот у нас, которые хранятся, это не только там, считается, что 3 раза сценарий переделывали, а поскольку у нас киносценарии хранятся, их больше. Тут больше было названий кинофильма. Вот все-таки утвердили, передали режиссеру-постановщику Марату Арипову. Я забыла сказать, что как раз вот киносценарий, когда был готов, как раз к нам из Таджикистана делегация приезжала, и вот об их фильмах тут мероприятия шли. В общем, они тогда попросили киносценарий, показали таджикской делегации, они увезли, там передали, и то очень так, но хоть быстро, как-то более динамично тогда первое время путь создания фильма прошло. Вот это Марат Арипов и Владимир Артыков. Вот они приезжали. Объездили, оказывается, несколько улусов, снимали, ну, искали экипажи. В Оленевском даже были, в Горном были. С автором стал Мухиддин Хаджаев. Никандр Савинов – это вообще такой человек, он о нем рассказывать и рассказывать. Он, у него человек, посвятивший себя созданию документальных фильмов о Якутии. Вот он тоже воспоминания свое написал. Вот роль старика Сидюка поручили народному артисту СССР Дмитрию Гадулову. Арапас должна играть Наталья Шестакова, а Уйбанчу преподаватель культурно-просветительского училища Анатолий Васильев. Спартаку Васильеву предлагалась роль. Неправильно написано. Ага. Вот, Федотову Байбала. Ну, опять-таки, вот эти кадры из фильма. Угу. Очень плохо видно, конечно. Тут Татьяна Комерова, вон, в центре стоит. Ага. И самое интересное, вот буквально сегодня нашла, один из героев фильма, оказывается, была Лайка Нохо Дмитрия Федоровича Хадулова. Очень такое
в общем, питомцы артистов, что ли, вот написано было. И как раз эта фотография получилась. И Фадулов Наха Дмитриевич, да? Он даже паёк получал. Мгм. Когда весной 1972 года фильм уже окончательно был сделан, Марат Арипов вот такое очень трогательное письмо Льву Львовичу написал, что фильм очень хорошо приняли. Вот. И якуты в картине получились такими прекрасными, мужественными, умными, что и во время показа в Главке, и в софт-экспорт фильме, и на студии имени Горького. И даже вот несколько вот этих слов достаточно для представления, какой фурор действительно этот фильм произвел. Не только в Якутии, но и в центре. И даже заинтересовались этим фильмом в зарубежных странах. К сожалению, вот этих данных мы не нашли, но прокат в зарубежных странах фильма был. Ну, так пишут. Ага. Дальше. Это Степана Емельянова слова. Ну вот, по данным Ивана Спиридоновича Зараева, когда состоялись вот премьеры. Ну, о них, конечно, в этих календаре тоже нет. Календарь замечательный, там все расписано, когда репетиция, когда выступление. А вот про фильм, может быть, спонтанно тогда решили, поскольку готовый фильм, ну, спонтанно как-то вот показали, может, поэтому в программу не вошло. Когда готовили программу, конечно, там дело только к завершению, видимо, шло. Угу. Дальше. Вот план-календарь, о котором. Ну, тут и про Башкирию, и про Москву. Там все расписано. А дальше. Состав делегации, кто за что отвечал. Дальше. Ага, кто участвовал, тоже целый список. О фильме, как я уже сказала, в этом сборнике воспоминаний есть. Угу. В этот сборник не вошло только вот воспоминания Натальи Шестаковой. Мы ее помним как Ирюшкину. Вот ее вот, ну, то, что она Лере Львовне написала, рассказала, и краткая ее биография, она живет сейчас в Германии, с Лирой Львовной они дружат, поддерживают связь. Вот. Дальше. Его сегодня нет, но живо его наследие, и жив его благодарный человеческий образ. Так писал Сорун Амавлан о Льве Львовиче Гавришеве. Лев Львович переводил много произведений Соруна Амавлана. Они были искренними, очень хорошими друзьями. И это действительно так. Жив его благородный и человеческий образ. Так можно сказать. Так, дальше. Вот про кинофестиваль я коротко на тех слайдах рассказала. Так. И вот посмотрите, вот какие номинации были, кто получил какую премию. Видите, сколько вот детскими и юношескими фильмами, сколько людей занимается. В каждом улусе, само собой, разумеется, у нас в Якутске, даже в Верхоянске улус. Сейчас очень много фильмов создается, и таких любительских, и на профессиональных фильмов. Так, дальше. Вот номинация «Лучший сценарий», «Лучший монтаж», «Лучшая детская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и все имена. И поскольку вот специфическая концепция фестиваля являлась совместное творчество
творческое содружество детей и взрослых, родителей, учителей, воспитателей, руководителей секций была учреждена и необычная номинация «Содружество». И вот номинации «Содружество» награжден фильм «Того». Это Ободинская СОЖ имени Кудрина Ободинского, Алюкминского улуса. А вот гран-при получили Амкинская детская школа искусств имени Черемных. Они создали фильм «Абара Слустера» по произведению Льва Львовича Гавышева. Вот фильм Богдана Васильева. Так, дальше. В заключение Иван Спиридонович, в заключение своего воспоминания, он поднимал такой вопрос. Хотел бы высказать одно пожелание. 24 мая 1972 года, день премьеры «Тайны предков» в Москве, исторически первого якутского художественного фильма объявить Днем национального кино Республики Саха-Якутия. Вот у него такое пожелание было. Дочери Льва Львовича, они вот первый библиографический указатель, и вот какие сценарии, они тоже все внесли, то, что и «Тайны предков», и то, что и Асерго Орджоникидзе было, и очень интересный сценарий у Льва Львовича был по произведению Улу Куданса. Он назывался «Властелин духа». Это он перед тем, как уйти из жизни, сделал вот этот киносценарий. И, наверное, вот наших режиссеров, может быть, заинтересует этот киносценарий трехсерийного художественного фильма. Он находится в фонде нашего музея. Так, дальше. Есть еще очень интересная повесть «Волки не дремлют». Это Льва Гавышева, соавтор Иван Зазуля. В общем, в основе реальные события, происходившие в Якутии послевоенное время. Вообще вот тут аннотацию тоже на слайде можете внимательно прочесть. Если вот Иван, стоит только отметить, что Иван Зазуля, он майор КГБ, и он приходил в редакцию, попросил оказать помощь в написании вот именно в литературном, ну, в таком виде вот эту повесть. Тоже я надеюсь, что это произведение тоже заинтересует наших режиссеров. Вот. Дальше. Ну вот, а теперь слово предоставляю нашим гостям. Первое слово. Да, а что? Слово предоставляем дочери Сидюка Дмитрия Федоровича Хадулова, Светлане Дмитриевне. Она расскажет ей и об отце, и о фильме. С вами покажите. Ага. Угу. Ну, в этом году общественность республики отмечает 110-летие со дня рождения народного артиста СССР Дмитрия Федоровича Хадулова, нашего отца. И так совпало, что, оказывается, в этом году 50-летие с выхода фильма «Тайна предков», в котором он снимался в главной роли. Но наш отец прожил короткую жизнь, но яркую. Наши воспоминания
связаны, конечно, с Якутским театром. Мы дети театра, дети закулисья. Когда он работал над ролью, он очень скрупулезно искал первоисточники и делал зарисовки в тетради, в которой была записана его роль. Мы часто ходили в театр, не пропускали ни одного спектакля. И когда смотришь, вот сейчас у нас есть записи, две общие тетради толстые, где записана роль Отелло, мы удивляемся, как можно было все это запомнить, и как можно запомнить слова, роли, которые он исполнял. Ну, дома он был обычный отец, папа, который заботился о детях, воспитывал, он нам делал детские игрушки, он любил охоту, приобщил своих сыновей к охоте, к рыбалке, очень любил ездить на реку Чара, село Тако. И у нас часто собирались его друзья, артисты Якутского театра. Также проездом были у нас студенты Щепкинского училища и приезжали к нам на дачу в Сергелях. Вот папа нам сам смастерил теннисный стол, где мы любили играть и проводили все лето на даче в Сергелях. И вот однажды, где-то в конце 60-х, наверное, к нам домой пришли важные гости. В том числе помощник режиссера из киностудии «Таджик-фильм». Мама накрыла на стол, и мы, девочки, помогали, значит, накрывать. Тут шел разговор о предстоящих съемках фильма по роману Николая Якутского «Золотой ручей». И кто-то из гостей увидели меня, я тогда была молодая, 20-летняя девушка, и у меня были длинные волосы, и они говорят папе: вот же ходит Арапас, давайте ее снимать. Папа, конечно, такого он даже не мог предположить. Вот. И Наташа Шестакова снялась в роли Арапас. Из 10 детей нет у нас артистов, обычно спрашивают, кто из вас есть артисты. Вот, ну, из 10 детей у нас 3 филологи, 3 биологи, а старший брат инженер-строитель и 3 художники. И вот за столом, когда разговор шел о фильме, видимо, он уже дал согласие сниматься в этом фильме. И когда начались съемки, он уехал в город Североуральск Свердловской области. После съемок он немногословно рассказывал о съемках, и ему, как театральному актеру, это было, видимо, чуждо. Вот. А натурные съемки проходили зимой, вот, как я сказала, в Североуральске. И там есть такие сцены, когда он голыми руками таскает камни, чтобы закрыть этот золотой ручей. И в это время, во время съемок, он обморозил пальцы и попал в больницу. До того он старался делать, ну, достоверно показать, и показать вот именно роль вот этого Сидюка. И когда вот артисты рассказывали, они все в гриме, конечно, и когда был перерыв, они заходили в автобус, грелись, а наш отец не заходил, потому что он был без головного убора, и вот у него иней на голове, и чтобы дальше съемки не срывать, он вот так и оставался на улице. Вот. Потом студийные съемки проходили в городе Душанбе, где было уже плюс 40. Вот такие вот перепады сказались на его здоровье. У него была гипертония, больное сердце.
Конечно, фильм имел большой успех, когда вышел в 1972 году. Зрители оценили игру наших актеров, но там был интернациональный коллектив. Вот русская Татьяна Конюхова, литовец Антонас Габринас, кореец Ли Ян Су и наши якутские артисты Спартак Федотов, Анатолий Васильев, Наталья Шестакова и другие. И в массовке снимались тоже наши якутские студенты и тувинские, которые жили в Москве и Свердловске. После съемок фильма папа долгие годы вел переписку с Антонасом Габреносом, который жил в городе Каунас. Из Алматы ему писал Ли Ян Су, а также другие. Вот в книге Максимова про нашего отца есть воспоминания Анатолия Васильева о тех временах, когда шли съемки. Мы с Дмитрием Федоровичем поселились в одном номере. С нами была его собака по кличке Нухо. Дмитрий Федорович не расставался с ней, ухаживал как за маленьким ребенком, лелеял, оберегал от всяческих недугов и неприятностей. Видимо, в этом выражалась его тоска по дому, по детям. И когда был в Североуральске и также в Таджикистане, он всегда восхищался их природой. Вот так пишет. В Североуральске съемочная площадка находилась в тайге. Там природа очень похожа на природу нашего Алданского района. Утром нас обычно подвозили на автобусе к съемочной площадке, уже одетых в костюмы и загримированных. Дмитрий Федорович, выходя из автобуса, в первую очередь обращал свой взор на окружающую природу. Он не мог налюбоваться пейзажами горного Урала. Ах, какая красота! Совсем как у нас в Якутии. Вот. И после выхода этого фильма, в 1975 году к отцу пришло письмо от известного японского режиссера Акира Куросавы, предложение сниматься в его фильме «Дерсу Узала» в главной роли. Но, однако, отец отказался по состоянию здоровья. Он говорил, ну как, вдруг я заболею, буду подводить такого известного режиссера. Он, конечно, знал свое состояние здоровья. Вот. И он об этом мне писал. Я в то время жила в Ульяновском улусе депутатский, написал в письме постфактум, что он отказался от съемок. А также написал моей сестре Татьяне, которая жила в то время в Монголии. Ну, мы все знаем, что кинофильм «Дерсу Узала» вышел в 1976 году и был номинирован на премию «Оскар». Играл Дерсу Узала тувинский актер Максим Монзу. Ну, наш отец был в общении с людьми очень простым, доступным. И мы надеемся, что в этом году 110-летний юбилей его пройдет на должном уровне. Спасибо. Юбилейный год Дмитрия Федоровича, как раз вот тоже юбилей, да, его фильма «Тайна предков». И мы будем еще разговаривать, общаться, делиться какими-то своими информацией, поскольку вы же тоже планируете о нем фильм создать. Вот. Документальный фильм, ага. И само собой, разумеется, тогда вот сколько можем, что имеем, да, то покажем. Как я уже сказала, вот афиша у нас в оригинале есть. Ну, вот можно же использовать, да? Так, спасибо. Сейчас слово передаю народному художнику Якутии Анне Николаевне Зверевой, ученице Анатолия Васильева. Спасибо. Вот как раз я сейчас показываю свою статью, посвященную победе фильма «Тыгындархан» в таких больших номинациях. И как бы
о возмужании якутского кинематографа, да. И тут статья называется «От тайны предков до Тыгын-Дархана». Дело в том, что действительно, вот как предыдущие выступающие говорили, фильм «Тайна предков» был, его появление, его экранизация для нас явилась эффектом вот разорвавшейся бомбы, как бы, да, потому что мы, Северная Республика, да, не была избалована большой киноиндустрией. Потому что каких-то ролях наши появлялись, да, ну, маленьких, таких эпизодических, да, и то мы были рады, ловили каждое слово. И то, что вот такой полнометражный фильм вышел, тем более он вышел как раз к 50-летию советской власти в 1972 году. И фильм был на основе фильма по повести Николая Гавриловича Золотарева, Николая Якутского «Золотую ручей», Тумиштаурия. Вот поэтому, но наше поколение, оно воспитано действительно вот якутской литературой, поэтому мы все эти книги читали, мы все этими героями, например, даже когда вот у мальчика Религарстин умер, помню, я плакала целую ночь, потому что так было жалко, да. Вот мы все это воспринимали, как будто это жили люди рядом. Поэтому и «Золотой ручей» был для нас тоже вот таким очень значимым произведением, в нашем таком становлении даже. И вот, честно говоря, я совершенно не знала, что фильм делается по сценарию, и сценарий был сделан Львом Габышевым. Но Габышева, к сожалению, я не знала, но я знаю его дочерей. Вот, пользуясь моментом, я хочу даже вспомнить такой момент. В начале 90-х я дала идею Наталье Сергеевне Ким, очень известному нашему журналисту, что есть вот такая семья Габышева, все 5 девочек из одной семьи, и все трудятся, являются служителями культуры и искусства. На то Наталья Сергеевна мгновенно откликнулась и выпустила «Социалистической Якутии» большую статью, о чем потом меня Ася Львовна говорила, что отец был очень расстроен до слез, что вот дочери стали очень известными людьми. И вот когда я еще хочу один такой эмоциональный такой впечатление вспомнить, потому что когда у нас была в гостях Марьяна Ярославская, то ее сопровождала Ася Львовна Габышева. Это было первый раз, когда я с ней познакомилась, и просто я была очень поражена ее красотой, такой естественной, натуральной. Это было, как будто она сошла из картин полотен Карла Верлова. Это такой был эффект, да? Ну, это вот чисто такие эмоциональные всплески. А относительно Анатолия Ивановича Васильева, я хочу сейчас вот вам еще показать про него. Кстати, вот в прошлом году Анатолию Васильеву исполнилось 75 лет. Была создана очень хорошая комиссия Министерства культуры Республики Саха-Якутия, и он долгое время работал и в культурно-просветительном училище, нынче в колледже культуры и искусства преподавателем, да. И вот книга практически готова, надо его выпустить. Я думаю, его земляки за это возьмутся. Анатолий Иванович, он был нашим преподавателем. Как преподаватель он был очень строгий. Вот сейчас я вспоминаю, он, оказывается, был совсем не намного был старше нас, да? Но он казался таким вот небожителем, таким мастером, что мы все беспрекословно подчинялись. Но вот еще один такой момент. Все девочки были поголовно влюблены в него. Ну да, конечно, молодой, интересный, очень талантливый, разносторонне талантливый. Дело в том, что вот первый сценарий эсэха даже, который проходил в Амье к 60-летию советской власти, сделал он.
И вот все последующие эссехи, они проводятся по канве, по проекту, разработанному его вот сценарию. Да. И он же привлек вот Афанасия Федорова, за руку привел, допустим, преподавать, и там, чтобы он ушел, ну, заманил, да, как бы, потому что нужны были кадры, как раз это было сопряжено, вот, было время суверенитета, принятия суверенитета, и нужны были кадры как раз вот по национальной культуре. Поэтому в этом деле он очень, тоже очень много вложил. И он является также основателем не кафедры, а отделения национальной культуры вот в Якутском культурно-просветительном училище, ныне который тоже вот называется колледж культуры и искусства. Также вот почему он так блестяще сыграл роль Уйбанче, еще дело в том, что он был не только, вот, допустим, он окончил Восточно-Сибирский государственный институт культуры, отделение режиссура, но он еще как артист очень был драматическим артистом. Когда он появлялся на сцене, но, видимо, еще его люди знали, что по кинофильму, потому что каждое его появление сопровождалось аплодисментами. Потому что настолько он был, голос его, вот, он был очень хорошим диктором. Вот я 50 лет в культуре, но вот такого голоса, такого, с таким тембром, да, и который вот как раз, когда в основном у нас вот как-то дикторы говорят, да, и их отношение неизвестно, они вот как будто чужой текст читают, да, а у него было, поскольку он был большим патриотом и очень получил действительно вот такое традиционное воспитание, он очень знал хорошо жизнь и был очень хорошо образованным человеком, эрудированным, и в его тексте как раз звучало его отношение. Поэтому, когда он говорил, и мы очень гордились учителем, потому что вот большие государственные праздники, такие, ну, 1 мая, там, 7 ноября, он вел большие вот с парадов, поэтому его голос звучал очень мощно. Вот. И был даже такой момент, когда однажды мы сидели, и он пришел очень возбужденный, и такой вот девочки все помнят, и Нина Бекетярова помнит, и другие, да, и мы удивились, почему он такой возбужденный. И был очень радостный. Оказывается, он был диктором, когда приезжал Алексей Николаевич Косыгин. Ну, естественно, тоже такие моменты используют хороших дикторов, да. И вот даже Алексей Николаевич Косыгин пожал ему руку, потому что он понимал. Вообще сейчас, вот, пользуясь моментом, я еще одно хочу сказать. Голос диктора всегда консолидирует, объединяет народ, потому что мы всегда прислушиваемся к тембру и голосу диктора не просто так, вот, допустим, да, а он должен как-то нас должен еще и направить на определенное вот такое, создать атмосферу. И вот Косыгин тоже понимал значение диктора. Недаром же говорил, вот, допустим, Гитлер, первый человек, который он должен уничтожить, когда вот победит, да, это был Левитан, да, Юрий Левитан. Да, на самом деле, потому что дикторы – это государственные люди. Вот. И Анатолий Иванович, как педагог, тоже был очень большим психологом. Ну, были очень такие моменты, когда, ну, мы уже все девочки были, но даже я свою профессию выбрала только благодаря ему, потому что я не хотела поступать там, допустим, театральной, и вообще не люблю быть артистом, да, совсем библиотекарем хотела стать, но когда я, ну, мне сказали, да, вы будете поступать театральной, потому что очень много людей на библиотекаре пришли, и я думала, до этого я сдавала в другом месте, не поступила по 1 баллу, не прошла, да, ну, в центре, и думала про себя, нет, я уеду или в Москву, или в Ленинград. И тут я вышла, и как раз по лестнице поднимался Анатолий Васильев. Он такой вот стремительный, вот такой, вот сейчас харизматичный говорят, а харизматичность
присутствует человеку очень талантливым, очень выдающимся. И когда человек отличается от других людей, да, серый человек никогда не будет харизматичным. И вот его белые рубашки, в таком галстуке, белых брюках, еще вот была у него шляпа, да, такая, тогда в шляпах люди мы вообще мало видели, да, мы же все были деревенские, да, и вот я тогда подумала про себя, наверное, быть в атмосфере его вот окружения, наверное, будет очень интересно, и, наверное, я могу очень многого, ну, я понимала интуитивно, что интересно, да. И вот сейчас вот дочка Ходулова тоже говорила, про это он тоже рассказывал. И вот Дмитрий Ходулов, когда увидел, как Седик, этот, как, нет, это вот Дерсу Зала. Он как держит этот ружье, он сказал, надо было мне самому играть. Потому что вот, ну, он же много рассказывал, и мы тоже его много расспрашивали, да, он говорит, что Ходулов еще не согласился вот у Акиры Куросавы еще по одной причине, что вот молодой же был режиссер, да, таджик-фильма, и он очень много репетировал, очень много было, ну, там, переснимал, снимал, и люди, конечно, это был такой совсем другой, как бы, подход, от, ну, человек же тоже начинал, да, и он думал, что, как бы про себя думал, что, опять же, такая же, это, наверное, кино так снимает. Но Акира Куросава же совершенно другой человек, да, и вот мы лишились вот такого Оскара. А так был бы сейчас якутский артист, и мы все бы гордились, да, безусловно. И вот, возвращаясь вот этой статье, сегодняшняя вот такая триумфальная победа фильма «Тагандархан» Никиты Аржакова, у нас вот появился тоже, я думаю, даже гениальный, наверное, режиссер, дай Бог ему здоровья, дальше работать, дальше прославлять родную республику и родной народ. Это неспроста, их разделяют как раз полвека, 50 лет. Тот появился в 1972 году, а этот фильм вот как бы шествует по миру в 1922 году. Вот, поэтому у истоков фундамент как раз создания якутского кинематографа, оно заложили вот такие очень выдающиеся, очень талантливые, самоотверженные люди, вот как сценарист Лев Габышев, как вот наши артисты. Ну, естественно, у Дмитрия Ходулова это совершенно отдельная планета. К радости я тоже видела его исполнение очень много, потому что, опять-таки, Анатолий Иванович требовал, чтобы мы никогда не пропускали ни одной премьеры, и мы даже несколько раз ходили, поэтому мы были воспитаны вот как раз в школе старых мастеров. Мы всех помним, да? И фильм тоже нас, вот «Тайна предков», вообще ошеломил. Вот мы так были горды, потому что мы были молодые, да, и вот наши ровесники играют, Наталья Кирюшкина играет, Дмитрий, вот просто нашей гордости не было передела. Потому что такого вот появления, такого созвездия талантов в одном фильме, да, такого вообще не было. Поэтому я думаю, это действительно эпохальное такое событие. Вот как раз... И, видимо, фильм «Тагандархан» появился через 50 лет, тоже это историческое значение имеет. Поэтому вот у истоков, еще раз я вот как раз 110-летие Дмитрия Ходулова, и недавно было 75 лет и Анатолию Ивановичу Васильеву. Вот, думаем, надо молодежь, подрастающее поколение, будущих служителей культуры, искусства надо воспитывать на примере таких людей. И нужны очень хорошие книги, чтобы люди помнили историю возникновения, историю становления. Потому что народ, не помнящий истории, у него, сами знаете, да, какая судьба ждет. Поэтому давайте будем верны истории и будем чтить память таких хороших, талантливых, выдающихся людей, личностей в истории и культуры якутского народа. Спасибо. Спасибо, Анна Николаевна. Я так рада, что у нас сегодня как бы свободный микрофон.
сколько можешь, сколько рассказывай, иди. Поэтому столько много нового, интересного услышали. И огромное вам спасибо и за участие. От имени музея мы вам дарим колонку на 2 голоса, переводы из якутской поэзии. Это Борис Лукин. Спасибо. Ага. Вот. И нас слушают более 20 людей, смотрят и слушают. И, возможно, кто-то хочет выступить. Сейчас предоставляем свободный микрофон. Будем очень рады, если кто-нибудь своим впечатлением поделится. И о фильме, и о Льве Львовиче Габышеве. Пожалуйста, в чате или как напишите, или помашите рукой, пожалуйста. Пока не видно. Кто-нибудь машет рукой? Можно мне из Алекминска? Ой, ждем. Алекминс очень... Ага. ждайте. Меня не видно. Я прошу прощения, меня не видно, потому что на моем компьютере нет видеокамеры. Но слышно, да, меня? Слышно? Ага. И вот я хотела сказать, что я вот Нина Яковлевна, библиотекарь Алекминской центральной библиотеки, которая носит имя нашего известного земляка Льва Львовича Габышева. Ну вот хочу сказать, что нашу библиотеку и дочерей Льва Львовича связывает многолетняя творческая дружба. Мы очень благодарны семье Габышевых за помощь, за поддержку в проводимых мероприятиях. И вот сегодня я услышала много интересных вещей, хорошую информацию. Большое спасибо вот Литературному музею. И с удовольствием все послушала. Еще хочу сказать, что я в детстве вот этот фильм «Тайна предков» видела в детстве на большом экране в нашем кинотеатре «Дружба» в нашем городе. И вот 15 мая, вот в это воскресенье, мы тоже проводим в библиотеке кинозал, где будет показан фильм «Тайна предков» с обсуждением. Будут читатели библиотеки, гости, друзья библиотеки. Вот так вот у нас пройдет этот юбилейный день. Ну и поздравляю всех со столетним юбилеем республики, с юбилеем фильма. Желаем всем всего хорошего, творческих успехов. Все у меня. Ага. Спасибо. Еще есть желающие выступить, поделиться воспоминаниями, рассказать? Ага. Бу Жокускайдагы Аграфена Дмитриевна Макарова атынан культура онна искусство колледжин атыттан тылатиях бетін бағарабыт, тыл берағытта. Берем Баллади. Сөр, бука бары дорабыларын, бу бұйылғы үймет жылбыт сүрдәқ кәрәбәлі өбілейдәқ сылларынан болар. Бу бүгін бейге Тайна предков тен Николай Якутская көмішті көріе романынан оғылығыт кейіне бұл кеңәгеға тақсыбыт премьердің өбілейдәқ сылы. Бұл кейінеға бейге билер кехебет угуячыбыт преподаватель быт Анатолий Иванович Васильев угулубута уйбанча оролугар мен кене туһунан кыратык бу коллеж атыттан уны бу үлелир үйренмек салабыт атыттан кылатыяктын багарабын. Бу Анатолий Иванович сүрдәк үчүгей кең билилек, дерин билилек, кеһи быһытынан үчүгей майгылах, онна бу ырагы көрөр бу биһиги салабытын тыһынча 990 сыллаакка түрүттәбит киһи болар. Ол курдук биһиги бу 2 сыланара түгер биһиги төрүт культура салата 30 сылын сылбытын юбилейдә сылбытын белетәбит. 2 тыһынча сүрбе сыллаакка Анатолий Иванович Васильев юбилейин эме белетәбит. Бу кине ырагы көрөн бу саха норвотун культуратын үйәтетер туһугар үлеләһен бу культурный сырдатар училище игенен бу төрөт культура салатын төрүттен бу билигин биһиги салабыт үлели камны олорор. 32 сылын үлели олорбут. Ол
усталах тулатын тухары элбэх выпускниктары иитен өретен тахардыбыт. Онон бу биһиги Анатолий Ивановичка сүгүрүйебит, кини ураты жоғыругар, кини таланыгар, кини үтүе маны учуутал эте кихиэхэ барыбытыгар колобур буолар кихибит. Онон бу Анатолий Иванович уһуллубут кинете өбүлэйдэх сылынан бука бары бу кинега үлэлеспит бары республикабыт кен туттар артисттарыгар үлэлеспит жонноругар, кинилер оголоругар, уруларыгар, кинилери билер бар жонго ити истин эгарде болдун. Онна бу терехини терейбит Платон Исевич Аюнскай атынан литературный музей үлэхеттеригер макталбытын тердебит. Бука бары этенге болун аян тутан үлэлэн ихинден барга макталбытын алгыспытын тердебит. Яханы вахан мактал, оттон бихи бу көрсөһөрбүт сана үлләстербит, мана нере бүтө хуга ден эренебит, тоде жака иннибитигер өссө Дмитрий Федорович юбилея симгирона хайдамет кирен кыттан бу кинебиз онна эркен такса туруа леп габышап ата эне актылла туру боллага ден. Сөп тух Анатолий Иванович бу кинигага кирбитинен кини маннык актыына халбарбыт. Леп Львович сырдык төрүөһэ мен дуuһа бар өрүүтүн тынна кайдагара кини куруп биһиге ортобутугар бар курдук. Кайдагара куруп кини киина туһунан кэпсэтээри кетэһэр курдук. Бүтэһик телефоннан кэпсэтиибин хаһан да умном суаҕа. Арааһа ити өлүөн аҕыйах конук иннине быһыылааҕа. Онна бите Толя, неха келе сырыт, туғыры улахан саналар баалар, киіне оңыруаққанада. Онна баға санатын әлбағат бите, ол биһиги битехик көпсетибит эте. Бите араха бу пластилина духа ден үс сериялақ киінетін туғынан көпсетәргім мұта болу, ол олығын битехик сылларгар сурыйбута, кудаңса, улу кудаңса, туһунан онан арахатинник быһылаагата уонна уопсайнан бу акты хуруйбу дьоннор бары теллер. Леп Львович кергенин ологун аргыһын кытта сыһыана уһулуччу эте. Ону өбүгелер кистелеңнерин районнайга көрдүрө сылдьан белиити көрбүтүм. Ити кини киһи быһытынан үтүө майгытын көрдүрөр түбэлте. Маңнайгытынан кергенин сүбетин аматын бастакы местага туруорар ите. Ити биһиэхэ эр жоңо сүрдээх сэдэх түбэлте. Иккиһинэн хайдагара сабыс саҥа холбоспут жоң курдук сыһыаннаахтара. Бэбээлерин нип миннигестик, ис сүрэхтэн иилээхтик көрсөн кэбиһэллэрин элбэхтик көрбүтүм, ол ону олус кен соҕорун. Де ити курдук билиген кыргыттара оңорбут видеоларын көрдөрөкдүн багарабын муза писателя диэн ол барыта Наталья Иннокентьевнага ананар onu kurdakadına kırdık bu Anatoliy Иванович çöpke dağını belirti kurduk çöpke dağını iti tuğunan aktif. Задумчивое мерцание свечей, страницы с рифмами строк, как белокрылые птицы, разлетелись по всему домишку, где живут поэт и его муза. Поскрипывает перо поэта, а муза перебирает на полу эти белые крылья его будущих книг. Нашу красавицу-маму, Наталью Иннокентьевну, природа наделила многими талантами. В детстве она училась скрипке, танцевала, но стала медиком. И медиком тоже по призванию. В годы войны совсем юным фельдшером она самоотверженно лечила и спасала жизни на крайнем севере, на Быковом мысе, и причем в самых немыслимых ситуациях, на собачьих упряжках, самую жестокую пургу. Папа очень гордился мамой, не только в молодости, но и когда наша мужественная мама, так и не восстановившись до конца после тяжелой болезни, старалась создать уют, комфорт для его творчества. Мама обладала удивительным талантом любить людей. Поэтому про наших родителей можно сказать:
Нет повести счастливее на свете, потому что они вместе победили все испытания и удары жизни. В каждую из нас пятерых вложило свое материнское сердце и частицу своей неординарной, талантливой натуры. Именно своей не сдающейся, отважной музе наш папа читал, советуясь, различные варианты строк, делился замыслами, идеями. Мы всегда думаем, что судьба наших родителей – это удивительный роман, написанный самой жизнью. Проснись, любимая, проснись, уж пора. Принес я букеты, освеженные дождем, росы ожерелья, сияние утра блестят разноцветно, качаясь на нем. Пусть искрами рдеет духмяный букет, как наши сердца и любовь молодых. И пусть нам в грядущем на пристани лет он памятью станет о зорях былых. Там, где великий океан льдов гоняет караван, солнце летнюю порой беззакатно над горой, как зеркально медный щит сутки круглые висит, так над гребнями годов, разгораясь вновь и вновь, беззакатно светит твой образ верный, дорогой. Вот такое видео. Короткое, но очень интересное и очень трогательное. Но мы должны были фильм еще просмотреть, но поскольку у нас как-то очень светло, просмотра, видимо, не получится, но он есть в Ютубе, и ссылку. Максим, ссылку мы можем показать фильма? Ага, то, что вот Марина Сафроновна дала. Ага. Сейчас на экране высветится ссылка, можете так посмотреть. И, конечно, если есть еще выступающие, желающие выступить, тоже ждем. А так хотелось бы закончить наше мероприятие словами Льва Львовича. Вот тогда он еще в 1968 году, когда он очень остро ставил вопрос, что необходимо в Якутии создать условия для того, чтобы фильмы по якутским сюжетам выходили. И он выносит на обсуждение общественности следующее предложение. Просить руководящие органы республики поставить вопрос перед соответствующими инстанциями о выделении нам мест на льготных условиях во Всесоюзный государственный институт кинематографии, на факультет режиссуры, изобразительного искусства, кино и музыки по 2 места, на актерский 5-6 мест. Писателям, представившим интересное либретто сценария на современную тематику, создать условия для творчества. При необходимости приглашать опытных кинематографистов для консультации или для совместной работы. Провести конкурс на лучшее либретто и сценарий художественного фильма на якутскую тематику, подыскать средства из республиканского бюджета. Организовать на общественно-государственных началах при филиале кинохроники нечто вроде первоначальной базы будущей киностудии. Вот он такие предложения вынес в 1968 году. А теперь мы можем сказать, что мечты Льва Львовича сбылись. Все-таки у нас есть Сахалин, и наши
фильмы выигрывают очень престижные премии, но все-таки имя Льва Львовича, первого киносценариста, мы не должны забывать и время от времени не только по юбилеям, но мы должны в истории кинематографии или вот в истории кино должны его имя ставить, конечно, первым. Так, не выходит, да? В чате, ссылка в чате. Но просто очень обидно, хотели вместе с вами просмотреть этот фильм, но ага, у нас очень светло. Então, pronto. Coba kurang masih. Kamu tinggal sekali dari tadi.